Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Миллионы советских граждан во время Великой Отечественной войны показали силу духа и бесконечную преданность своей родине. Они навсегда останутся для своих потомков героями и примером того, как нужно оберегать свою родину. В числе таких героев Имамбет Рыскулов, чьи подвиги стали символом чести, бесстрашия и мужества. Вот он на фотографиях, будучи молодым офицером, командиром взвода и обладатель множества наград. В операции при форсировании реки Нейса и в уличных боях в городе Форст с 16 по 18 апреля 1945 года Мамбет Рыскулов умело управлял стрелковым взводом, воевал отважно. За эти дни его взвод с незначительными потерями для себя истребил 23 гитлеровца и 15 фашистских солдат взял в плен. Мамбета Рыскулова призвали в армию, когда ему было всего лишь 19 лет. Несмотря на свой возраст, младший лейтенант был решительным, собранным и умело управлял взводом. Как рассказывает его сын Тохтобек Рыскулов, отец всегда был впереди, бесстрашно шел в бой. За это в 1945 году младший лейтенант Мамбет Рыскулов был награжден орденом Красной Звезды. За удостоверение, все подтверждено документ, удостоверение за участие в героическом штурме освобождения Праги, это гвардии лейтенант Рыскулов Мамбет, указом Президиума Верховного Совета награжден медалью за освобождение Праги. Вот следующее удостоверение. За участие в героическом штурме и взятии Берлина гвардии лейтенант Рыскулов Мамбет, указом Президиума Верховного Совета от 9 июня 1945 года награжден медалью за взятие Берлина. От имени Президиума Верховного Совета медаль вручена. Уважаемый Рыскулов Мамбет, сердечно поздравляю вас с 30-й годовщиной победы над гитлеровской Германией и награждением юбилейной медалью. В годы суровых испытаний вы с большой буквы находились в рядах активных защитников нашей Родины. Ваши заслуги в Великой Отечественной войне будут вечно в памяти нашего народа. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в труде на благо социалистической отчизны. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко. Мамбет Рыскулов участвовал в освобождении крупных городов от оккупантов. Об этом свидетельствует его звание гвардии младший лейтенант и боевые награды. 2 ордена боевого Красного Знамени, медаль за освобождение Праги, медаль за взятие Берлина и за отвагу. Кроме наград, война оставила на нем и свои кровавые шрамы, 2 ранения в плечо и в шею. Война – это грязь, кровь. Каждый день, я думаю, какой это… Он как раз вступил в бой в феврале 1943 года. То есть 3 года войны, самые наступательные операции. 3 года, 2 ранения. Вот, видите, как постоянно в стрелковой части, это же пехота, постоянно атаки, постоянно это, кругом смерть. Это, я думаю, какой психологический большой стресс, надлом должен быть. То есть каждый день рисковать жизнью. Вот иногда едешь на секунду, уже боишься, ой, что будет в дороге. А тут представьте себе, пушки, пулеметы, авиация. То есть мы должны отдать дань должного. Советские солдаты, офицеры прошли очень суровую школу возмужания. Мамбет Рыскулов участвовал в войне с 1943 по 1945 годы. После 2 года служил в эвакуационных войсках, жил в Германии. Вернувшись на родину, ветеран Великой Отечественной войны продолжил военную службу. Тохтобек Рыскулов вспоминает, что к ним часто домой в гости приходили офицеры, которые также участвовали в ВОВ, в числе которых был герой Советского Союза Даир Асанов. Вот папин взвод стоит, посмотрите, у них это страшное оружие, ручные пулеметы. И вот папа, как командир, сбоку стоит там. Почему это такие фотографии много? Это немецкие трофейные фотоаппараты. А потом вот здесь, это, видать, это офицеры военкома. И среди них вот мой папа сидит. И вот здесь я вижу, это вот он, Даир Асанов. Звезда героя у него тоже, Даир Асанов фото стоит. Несмотря на все перенесенные тяготы, Мамбет Рыскулов был заботливым и добрым отцом, воспитывал своих 6 детей в духе патриотизма, учил уважать человеческие ценности. Папа всегда нам говорил,
что имя Родина превыше всего. Ильчин, Деревчин, вот той крепко это вбил нас. Я до сих пор считаю, я готов отдать все, чтобы мой народ процветал. Это не пустые слова. Это крепко вбито в нашу семью. Что мы должны всем ради Родины, ради счастья народа. Вот я бы хотел, чтобы у нас это было тоже и везде у нас, на самом высшем эшелоне власти, и на самых снизу доверху. У нас, если в кыргызы будем вот так думать, стоять, государство будет богатым, сильным, процветающим. Родина превыше всего. Мамбет Рискулов скончался в 1970 году на 41-м году своей жизни. Память о герое Великой Отечественной войны и его подвигах будет жить в сердцах будущих поколений, вдохновляя их на высокие человеческие поступки. Не постоим, одна на всех, за ценой не постоим. Аймерим Назарова, Аскар Маратов, Меримбек Жусупбекулу, ЛТР Бишкек.